28 июля 1914 года залпы австро-венгерской артиллерии по столице Сербии Белграду положили начало одному из величайших вооруженных конфликтов в истории человечества, получившему название Первой мировой войны. В ходе нее погибло 10 миллионов солдат, 12 миллионов мирных жителей и около 55 миллионов человек были ранены или искалечены. Как стала возможной эта война, превратившая просвещенную Европу в гигантское кладбище? И каково было участие в ней жителей нашего края? Название «Первая мировая война» повсеместно утвердилось лишь в 1939 году, то есть после начала Второй мировой войны. Ведь как бы историки ввели порядковый номер «первое», если бы не произошло второе? В межвоенный период, то есть в промежутке между 1918 и 1939 годами, в западных странах ее именовали Великой войной, то есть Great War или La Grande Guerre. В России ее называли Второй Отечественной, если ставить ее в соотношение к Отечественной войне 1812 года и даже Великой Отечественной войне. В советской историографии Первую мировую войну часто именовали империалистической, в чем была известная доля правды. На самом деле глобальный вооруженный конфликт во многом был вызван противоречиями, возникшими между ведущими европейскими империями того времени, в первую очередь между британской и германской. Германская империя возникла в результате успешных войн Пруссии с Австрийской империей в 1866 году за гегемонию в немецких землях и с Францией в 1870. Новое государство получило название Германский или Второй Рейх. Между Россией и Германией не было видимых противоречий. Их интересы не пересекались в заморских колониях, которых у Российской империи попросту не было. Когда говорят, что Россия имела тоже какие-то свои интересы, ну, скажем так, империалистические. Здесь, наверное, это преувеличение. В советской историографии писали, что Россия мечтала получить Черноморские проливы. Не было такого вообще решения. Решение это возникло очень поздно, когда уже необходимо было поддержать как-то союзника, и страны Антанты пообещали России, что если война закончится, вы получите эти проливы черноморские. Более того, русский царь предлагал вообще всеобщее разоружение. Это всем известно. Николай II предложил вообще произвести всеобщее разоружение в Европе, предлагал отказаться от применения военной силы. Россия выступала за миролюбивую политику. Почему же между Россией и Германией вспыхнула война? Как это было неоднократно в XVIII и XIX веках, Россия была просто втянута в чужую игру английской дипломатии, результатом чего стало появление Антанты. Антанта – военно-политический блок России, Франции и Англии, созданный в противовес Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. Нельзя сказать, что никто не понимал гибельность для России заключения союза с Великобританией, непримиримым врагом Германии. Бывший министр внутренних дел Петр Дурново в феврале 1914 года написал Николаю II поистине пророческое предостережение. Совокупность всего вышеизложенного не может не приводить к заключению, что сближение с Англией никаких благ нам не сулит, и английская ориентация нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути. Она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за нее с Германией нам не приходится. После вхождения России в Антанту ее участие в грядущей войне было дело предрешенным. Огромную роль в вовлечении Российской империи в мировой конфликт сыграло ее традиционное покровительство братушкам-славянам, которое противоречило интересам лоскутной Австрийской империи. Ей же, в свою очередь, покровительствовала Германия. Таким образом, панславизм и пангерманизм вошли друг с другом в конфликт. Он вырвался наружу, когда Австро-Венгрия присоединила к себе Боснию и Герцеговину, недавние провинции Османской империи. Дурново считал неоправданной панславистскую политику России. Например, относительно Галиции, то есть Западной Украины, он писал: «Нам явно невыгодно во имя идеи национального сентиментализма присоединять к нашему Отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно.
Но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма при благоприятных условиях, могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров. Это был очень умный человек. Он написал свою записку в том, что если Россия, как раз перед началом Первой мировой войны, если Россия вступит в мировую войну, которая будет, несомненно, на стороне Великобритании, она погибнет, она рухнет, потому что эта война принесет крах для страны. Записка достаточно большая, пространная. Там описано, почему это произойдет, и что будет влияние социал-демократического движения, национальные проблемы вылезут. Ну, по сути, это был такой провидец, ясновидец, ну, можно сказать, как современный, вот, как говорят, Ванга, да, что-то предвидела. Вот Дурново, по сути, предвидел все. 1917 год и гражданскую войну, и все, что дальше происходило. В 1908 году Боснию и Герцеговину, недавнюю провинцию Османской империи, оккупировали войска Австро-Венгрии, что вызвало гневную реакцию в Сербии. 28 июня 1914 года сербский националист из организации «Млада Босна» Гаврила Принцеп убивает в Сараево австрийского эрцгерцога Фердинанда, приехавшего в Боснию для ознакомления со вновь приобретенной территорией. Германия велела Австро-Венгрии предъявить ультиматум Сербии. Россия, понимая, что она еще не готова, предложила Сербии принять ультиматум хотя бы даже и в такой форме. Сербия заявила о своей готовности, но Австро-Венгрия, конечно, уже не желала слушать никаких доводов. И Белград подвергся бомбардировке, то есть Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Понятно, что Сербия находилась в союзнических отношениях с Россией, там были еще династические отношения, и Россия была вынуждена заступиться за Сербию. Была объявлена мобилизация, после чего Германия, как союзник Австро-Венгрии, потребовала от России мобилизацию прекратить. Россия заявила, что мобилизация направлена только против Австро-Венгрии, но в итоге Германия объявила России войну. Вслед за этим войну Германии объявляет Франция, как союзница России. Через несколько дней в войну вступает Великобритания, а в конце года – Османская империя. Европейский конфликт стал мировым. Война коснулась всех, в том числе и далекую Башкирию. У меня в руках реликвии нашей семьи. На фотографии, которой ныне исполняется 100 лет, изображен мой дед перед отправкой на фронт. К нему на призывной пункт в Уфу приехал из деревни его отец и мой прадед, а также жена и сестренка. Дед воевал на Западном фронте, в Польше и Белоруссии. К сожалению, я не расспросил его о номере и наименовании подразделения, в котором он служил. Помню только, что он рассказывал о газовых атаках, которые устраивали немцы. 26 июля по старому стилю 1914 года увидел свет царский манифест. «Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее. Немного дней тому назад манифестом нашим мы оповестили русский народ о войне, объявленной нам Германией. Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну, не раз спасавшей ее России». В указе уфимскому губернатору царь повелевал объявить мобилизацию воинов запаса Уфимского и Златоустовского уездов. Призываемые на службу размещались в казармах по улице Александровской, ныне Карла Маркса. Эти здания сохранились до сего дня. Германия действовала по плану, разработанному немецким стратегом Альфредом фон Шлиффеном. Он предполагал молниеносную победу над Францией с тем, чтобы затем все силы перебросить против медленно мобилизирующейся России. Когда немцы перешли в мощное наступление на Западном фронте, Париж взмолился о немедленном наступлении русской армии с востока. Николай, спасая союзника огромной массы кавалерии и пехоты, бросил в Восточную Пруссию. Маршал Фош писал: «Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России, поскольку русская армия своим активным вмешательством отвлекла на себя часть сил и тем позволила нам одержать победу на Марне». Однако победа на Марне стоила России гибели второй армии генерала Самсонова. Более успешными были действия русской армии на юго-западном фронте против Австро-Венгрии,
где прославился 190-й Очаковский полк. Перед Первой мировой войной в Уфе находился в составе Уфимского гарнизона 190-й пехотный Очаковский полк. Он входил в состав 48-й дивизии, которая была расквартирована в Оренбурге, в Самаре и в Уфе. Это были полки, названные... Вот традиции в русской армии полки называли по названиям городов. Там Уфимский полк, Оренбургский полк, Самарский. Да? А в данном случае полки были названы в честь побед Суворова. Очаков, потом Измаилский полк был, в Самаре стоял, и в Оренбурге стояли два полка – Рымникский и Ларго-Кагульский, то есть победы Суворова. И эта дивизия называлась, так сказать, просторечие Суворовская дивизия, в честь суворовских побед. 48-я пехотная дивизия в составе 8-й армии генерала Брусилова в августе-сентябре 1914 года участвовала в Галицийской операции, в результате которой русские войска заняли Восточную Галицию. Командиром дивизии был в будущем знаменитый генерал Корнилов. Лавр Георгиевич Корнилов, генерал от инфантерии. В 1914 году командир 48-й пехотной дивизии, в апреле 1917-го – 8-й армии, в августе 1917 года – командующий русской армией. Один из организаторов добровольческой армии и вождь Белого движения. В октябре 1914 года начался знаменитый Закарпатский поход 48-й пехотной дивизии, которая, прорвав оборону австрийцев, глубоко вклинилась в тылы противника. Но Корнилов, конечно же, был немножко такой зарывчатый, то есть он очень увлекался. И когда командование ему говорило, что надо войска уже отвести назад, здесь вы можете попасть в ловушку, Корнилов вот в данном случае в боевых действиях апреля 1915 года не послушался, и его 48-я дивизия попала, по сути, в окружение. С боем пробился один из полков этой дивизии, и один из батальонов Очаковского полка. В ходе Галицийской операции и Закарпатского похода 48-я дивизия нанесла большой урон противнику, а сама за несгибаемость была прозвана «Стальной дивизией». Сохранились редкие фотографии некоторых георгиевских кавалеров 190-го Очаковского полка. Это поручик Долматов из Самарской губернии, фельдфебель Погорельских и прапорщик Фролов из Верхнеуральска, подпрапорщик Мезенов из Екатеринбургского уезда. На полях Галиции и в горах Карпат полегли тысячи уроженцев Уфимской, Оренбургской и Самарской губерний. Выбывших из строя воинов заменяли новые призывники из числа резервистов и новобранцев. В огромном количестве полков императорской армии, особенно 1915-16 год, пополнение из наших запасных полков шло в разные полки. И в гвардейские, кстати, они попадали, и в гренадерские. Вот я смотрел, например, 136-й Таганрогский пехотный полк, и там в основном башкиры. И дальше, когда смотришь наградные списки по 136-му Таганрогскому полку за 1916 год, Георгиевские кресты, медали за героизм солдаты получали награды, в основном идут башкиры. Башкиры, это, скорее всего, Самарской области современные, то есть Самарской губернии. Мусульмане Уфимской губернии, башкиры и татары, плохо или вовсе не умели говорить по-русски, что, конечно же, создавало определенные трудности. Офицер 13-го лейб-гренадерского полка Попов вспоминал: «Беда была с ними в первые дни. Редко кто из них говорил по-русски, но сразу можно было видеть, что это прекрасный боевой материал. Народ был храбрый, честный, привязчивый и исполнительный». Как рассказывал мне мой дед, во время исполнения гимна «Боже, царя храни» или ротных песен они, башкиры и татары Уфимской губернии, просто открывали рты или пели скабрезные частушки. Все равно за общим хором никто бы их не услышал. На фронтах Первой мировой войны храбро сражались и другие части, созданные в крае. Полки второй очереди, развернутые по мобилизации из кадров частей 48-й дивизии и пополненные призванными из запаса уроженцами близлежащих губерний и уездов, составили 83-ю пехотную дивизию. В нее входили 329-й пехотный Бузулукский, Самара, 330-й пехотный Златоустовский, Уфа, 331-й пехотный Орский, Оренбург и 332-й пехотный Обаянский, Оренбург, полки. Дивизия вошла в 31-й армейский корпус 9-й армии. В составе ее частей находились солдаты-башкиры, героически сражавшиеся на Висле, при Белостоке и в Пинске.
Дивизия смогла очень успешно форсировать Вислу с помощью подручных средств, когда в октябре необходимо было форсировать эту реку и вести боевые действия. И для всех было очень неожиданно, что 83-я пехотная смогла форсировать Вислу и ведет успешное наступление на польской территории. Затем эта дивизия уже активно воевала и героически сражалась в Польше, а после Великого отступления она вела боевые действия в Белоруссии вплоть до 1918 года и считалась одной из лучших дивизий. В 331-м Орском полку служил уроженец Бирска прапорщик Петр Дмитриевич Морозов. Сохранились его письма, адресованные матери Марфе Петровне и жене Елизавете Васильевне, урожденной Пискуновой. У супругов было двое сыновей – Анатолий и Валентин. Прапорщик Морозов записан в армию добровольно в самом начале войны. На сборном пункте в Оренбурге он написал свое первое письмо домой. «Дорогие мама и Лиза, у меня в роте и других ротах все старики, почти 40 лет. Были все на японской войне, много георгиевских кавалеров. На нашего брата-прапорщика и других офицеров смотрят довольно снисходительно, хотя и с должным чинопочитанием. Расспрашивал их, страшно ли в бою. Сначала говорят ужасно, а потом легче и легче, и, наконец, как на учении. В полку у меня все беряне, прапорщики, все свои. Груздев, Мауруев, Стахеев, Спасский и Мещелинов. Имен их пока не знаю». В августе из Польши в Бирск пришло другое его письмо. «Дорогие мама и Лиза, едем в город Люблин, на австрийскую границу, где как раз 8 дней уже происходят ожесточенные бои. Так что, вероятно, не сегодня-завтра мне придется принять боевое крещение. Навстречу нам попадаются все время поезда с ранеными, которых тысячами везут в Россию. Масса поездов с пленными немцами и австрийцами. Сегодня провезли 2 австрийских аэроплана. Австрийцы народ очень добродушный и сами говорят, что война в стране у них очень непопулярна, и славянские полки идут в бой, подгоняемые сзади швабами». В первом же бою прапорщик Морозов получил смертельное ранение. Вот его последнее письмо. «Дорогие Лиза и мама, 24 августа я серьезно ранен в брюшную полость. Надежды на выздоровление мало, и я распорядился, чтобы тело мое перевезли домой. Желаю вам твердо перенести это горе. А Лизе желаю воспитать наших детей честными людьми, всегда готовыми исполнить свой долг, как выполнил его их отец. Целую вас всех крепко, Петр Морозов». После смерти мужа Елизавета Морозова проживала в Бирске, а затем в Уфе. Воспитывала сына Валентина. Затем воспитывала внуков Петра, названного в честь погибшего деда, и Галину. Умерла в 1968 году, на 78 году жизни. В конце 1915 года в Россию прибыл представитель военной комиссии французского сената Думберг и предложил царскому правительству направить на Западный фронт 400 тысяч русских солдат в обмен на оружие и боевые припасы. Дело в том, что Франция исчерпала свои людские ресурсы и просила подкреплений в живой силе. Мобилизационные возможности России были неисчерпаемы, поэтому царь согласился на это предложение. Решение царского правительства вызвало критику со стороны части генералитета, увидевших в нем циничную сделку и акт продажи русских солдат. Тем не менее, русский экспедиционный корпус, включавший в себя 4 особые пехотные бригады общей численностью 45 тысяч человек, были отправлены в Европу. Для союзников это было спасение, потому что боеспособных сил не было, а русские сражались очень хорошо и дрались просто мужественно. Французы, кстати, очень много дали всяких отличий, своими орденами награждали, там почетные звания давали и так далее, они ими восхищались. И царь говорил, что у меня все солдаты такие, что я посылаю вам не самых лучших, а просто солдат посылаю. Долгое время в историографии представлялось такое мнение, что отбирались высокого роста, голубоглазые блондины, только, значит, должны были быть они русскими, славянами там, и так далее и тому подобное. На самом деле обращение к архивным источникам, которые мы вот смотрим, историки, показывают, что бригады формировались из народов России. И, скажем, во многих этих бригадах воевали представители не только русского народа, и украинцы, белорусы. Там воевали и татары, и башкиры, чуваши, марийцы. То есть все, кто в это время был призван в армию, кто умел хорошо воевать. К
примеру, 3-я особая пехотная бригада состояла из 5-го и 6-го пехотных полков, сформированных в Екатеринбурге и Челябинске. Штат бригады составлял 104 офицера и более 9000 нижних чинов. В составе нее находилось много уроженцев Башкирии. Бригада была направлена в Архангельск, откуда морским путем добралась до Франции, где воевала против Германии в провинции Шампань. Там же сражалась 1-я особая бригада. Что касается 2-й и 4-й бригад, то они были отправлены на Салоникский фронт, в Македонию. В составе 4-й бригады было также немало уроженцев Башкортостана. В 2010-2009 году я начал составлять шежере своих близких, своей семьи. И в ходе этой работы, значит, получил информацию о своем дяде Баязите Байрамгулове, уроженце деревни Каратавлы Салаватского района нынешнего. В архивных документах сохранились показания самого Баязита Байрамовича Байрамгулова. В 1915 году я был взят в царскую армию и был зачислен в 6-й гренадерский таврический полк, 6-я рота. В 1916 году, в июле месяце, 6-ю роту нашего полка откомандировали во Францию в особый экспедиционный корпус. Со мной вместе из Башкирии были Садыков Серай, в настоящее время проживает в деревне Калмаковой Каратавлинского сельсовета Салаватовского района. Бекмухаметов Ермухамед сейчас проживает в деревне Насибаш. Гарипов Хафиз проживает в деревне Кусепеево. Из России мы приехали в город Брест. Оттуда были направлены в город Марсель, где простояли около месяца, после чего были отправлены в город Салоник в Греции, где участвовали в боях против Германии. В 1914 году Болгария, союзница Германии, разбила сербские войска и оккупировала Сербию. Англо-французские войска, противостоявшие 2 болгарским армиям, усиленным немецкими частями, отступили к городу Салоники. Здесь союзники запросили помощь у России, которая в 1916 году отправила на Салоникский фронт 2 особые пехотные бригады общей численностью около 18 тысяч человек. Весь 1916 и 17 годы прошли в позиционных боях. Решительный перелом наступил в сентябре 1918 года, когда болгарские войска и 11-я немецкая армия были разбиты, а сама Болгария капитулировала. В это самое время в России произошла революция, и сразу же возник вопрос о дальнейшей судьбе русского экспедиционного корпуса. На родине, охваченной гражданской войной, их не ждали. Во Франции они тоже никому не были нужны. Тогда солдат разделили на части. Военных добровольцев, желавших воевать дальше, отправили во Францию. Лица, требовавшие немедленного возвращения на родину, были высланы в Северную Африку. Наш герой вновь оказался во Франции. После войны получил специальность электромонтера, женился. На единственной сохранившейся фотографии мы видим его за работой. Отношение французов к выходцам из России было различным. Сидели в ресторане русской компании, сидели 2 деникинса рядом с ним. Они, значит, втроем, мы, говорит, в одной квартире жили с деникинцами с этими. И подошел один, говорит, француз, значит, начал интересоваться, кто вы такие. Француз. Но он, говорит, я заметил, говорит, что он инвалидом был. Значит, он узнал, что эти 2 деникинцы, которые эмигранты, сбежали, значит, на них, говорит, он что-то накинулся, что зачем вы сюда приехали. Тут своих бездельников, мол, хватает. А на меня, говорит, сказал, вот этот товарищ, да, он воевал хоть за нас. Он имеет там больше прав находиться во Франции. Однако, как бы хорошо ни жилось во Франции, Баязита Байрамгулова тянуло на родину. Поэтому он обращается в советское посольство и получает разрешение на въезд в СССР. То, что он увидел на родине, разочаровало его. Прожил он с 1935 по 1941 год более-менее спокойно. Потом попал уж под репрессии в 1941 году. Немножко, конечно, высказывался
о жизни в России и сравнивал жизнь во Франции не в пользу нас. И он сказал, такой хлеб, который мы здесь, или вы здесь кушаете, у нас во Франции даже, говорит, собакам даже не дают такой хлеб. Постановление на арест ему вменялось в вину, что, находясь в кругу колхозников, говорил: «Я каюсь, что приехал из Франции. Я не знал, что в СССР такая плохая жизнь. Я думал, что жизнь здесь такая же, как была в царское время, а здесь, оказывается, грабят живых». Это же грабеж крестьян, все колхозники морятся от голода. Во Франции во время Парижской коммуны плохо стало народу, собрали всех коммунистов и отрубили им головы. И здесь такое время будет. Баязид Байрамгулов был осужден по 58-й статье «Контрреволюционная деятельность». По этой статье, по 58-й, ему присудили 7 лет тюремного заключения, 3 года поражения в правах, и отправили его в Белебей. И, говорят, там же умер. Безжалостные жернова истории бурного 20 века перемололи жизни тысячи уроженцев нашего края. Петра Морозова, погибшего в начале войны, Баязита Байрамгулова, ставшего ее жертвой гораздо позднее. Кстати, согласно Шижере, последний являлся потомком Салавата Юлаева. Совсем по-другому сложилась судьба у героя немецкой почтовой открытки, выполненной в январе 1915 года художником Тильке. На ней изображен пленный башкир Мухаммед Рахимов из 150-го Таманского пехотного полка. Еще одно эхо давно прошедшей и почти позабытой войны. Итогом войны стала гибель 4 могущественных империй – австрийской, германской, османской и российской. Существует мнение, что мировой конфликт был спровоцирован именно с этой целью. Так или иначе, после войны Соединенные Штаты Америки стали ведущей мировой державой. Однако главные международные проблемы не были разрешены, и начало новой, второй по счету мировой войны было всего лишь делом времени.